Решение каждой из существующих проблем имеет огромное значение и является первоочередной задачей для представителей всех органов власти, заявил на встрече глава Ингушетии. В качестве примеров Махмуд Али Калиматов привел введенную в эксплуатацию без строительства качественных очистных сооружений Джайрахскую районную больницу, а также 18-этажные дома в Назране, из проекта которых выпало строительство собственной котельной. Власти региона планируют построить индивидуальную блочно-модульную котельную для данных высоток. Средства в размере 25 миллионов рублей на осуществление работ будут выделены из Национального фонда развития республики. На данный момент осуществляется разработка проектно-сметной документации. Кроме того, глава республики отдельно отметил вопросы строительства, а также неудобства, с которыми жители сталкиваются из-за результатов деятельности отдельных застройщиков. 18 этаж, 2 дома. А жил для сирот построили. Я хочу, чтобы вы это обратили внимание. Дом без котельной. Мы 25 миллионов для сирот. Проект уже делаем, котельню поставим. Дал Эндали. Все у нас есть. И деньги, и проект сейчас уже делается. Уже проект на очистные онкоцентр и туберкулезный диспансер. Тоже делаем. Я приехал в больницу, которая построена в Жерах. На Армхи прям стоит. И прямо кольца с дырками, и все с больницы идет в Армхи. Так, Хадиар Малу. Очистные сейчас сделали. Спасли Армхи. Я говорю о тех вещах в условиях пандемии, в условиях страшной болезни, правительства, главы районов, городов настроены и делают то, что должны делать. И я хочу, чтобы депутаты фракции «Единой России» и других партий понимали, что мы живем на этой земле. На совещании с участием депутатов Народного собрания Ингушетии, представителей общественных организаций, а также Кабмина правительства региона и глав муниципальных образований, руководитель субъекта поднял острые социально-экономические проблемы, по его мнению, в первую очередь отражающиеся на жителях республики и требующие участия всех ветвей власти, а особенно народных избранников. У нас все получится. Это не слова. Сегодня я призываю к единству. Я свою работу делаю и буду ее делать. Пока дал мяш могужлевой, и пока я на этой должности в соответствии с законом, я буду свое дело делать. Но у меня есть право спрашивать с вас, какую вы должность занимали бы, чтобы вы тоже выполняли требования своего должностного регламента. Я же больше ничего не прошу. Я готов предметно говорить о тех реальных вещах, которые мы можем превратить в жизнь. То, что принесет пользу жителям республики, мы должны делать консолидированно, и все вопросы должны решаться не на словах, а на деле, но только в правовом поле, по закону. И эту линию, которую я наметил, я буду гнуть до конца, резюмировал глава Ингушетии.